ресторан имени Турхиадала приветствует вас в Караганде у замечательного ресторана «Мой Тбилиси». И я вам объясню почему. Потому что, на мой взгляд, как историка, археолога, культуролога, это единственный, один из немногих ресторанов в Казахстане, где мы можем сказать, есть великая реконструкция культуры Грузии. И я с удовольствием представляю моего друга, директора, вдохновителя и вообще любителя своей культуры Надежду Бурбаташвили. Вот, Надежда, вы, прежде всего, я хочу сказать, обратите внимание на ступени. Аутентичны. Да. И это все, Надя, это разрушенные старые дома в Тбилиси, это привозилось сюда. Это буквально, можно сказать, собиралось. Какой ресторан в Казахстане может сказать, да, мои ступени видели вечность. Вот эти ступени знают вечность. И я с удовольствием, вы знаете, это самое любимое место в Караганде. А Александр Дюма всегда сравнивал Тбилиси с Парижем. Он говорил, когда я появился в Тбилиси, я увидел Париж. И когда я появляюсь в Караганде, я тоже, Надежда, благодаря вам, вижу маленький Париж. Вы видите, сколько людей, вы видите эту атмосферу. Надя, немного расскажите об архитектуре вашего ресторана. Несколько слов. Ведь, в общем-то, мы видим перед собой маленькую грузинскую архитектуру в миниатюре. Ну, архитектором был Мельников Станислав, да? Да, Вячеслав был архитектором, но через где-то 7 лет у нас произошел ребрендинг, и мы пригласили архитектора из Тбилиси Зали, это была фамилия, и сделали все это. Получается, это улица Тбилиси. И вот мы сейчас идем. Заходим туда. Вот этот кирпич тоже. И черепица вот здесь сверху тоже из Грузии, и шурупани даже. И мы заходим с вами в улочки старого Тбилиси. Вот обратите внимание, за что я люблю вот этот ресторан. 20 на 20. Классический размер кирпича. И обратите внимание, шоный кирпич. И еще мне очень нравится здесь. Вот снимите, видите, это рука. Это рука, когда мастер делал, и он обязательно заглаживает кирпич рукой. Вы видите, руки, знаки тысячелетий. Пойдем. Октау-фанк? Итак, мы в миниатюре в городе Тбилиси. Мы проходим центр. Так, и обратите внимание на черепицу. Какой труд вести черепицу, и чтобы это было настоящим. Ну вот видите, какой популярный ресторан. Вы видите знаковые лица нашего Казахстана. Вот. И это не случайно. И заходим в старинный тбилисский дом. Здесь все, посмотрите, и угол, от угла. И здесь зеркало. Кстати, я хочу спросить, где вы заказывали такую удивительную кофту? Это в Питере дело. Вот сейчас говорю, мы находимся в настоящем. Смотрите, какая Это вот лоза. это лоза. Вот такой же памятник есть в Тбилиси. И в этом, Который электрик зажигает. да, но у него обычная лестница, а у нас она тоже кованая из лозы. Вот все вот эти привычки. Ну и вот, конечно, я хочу как историк, наверное, как все-таки очень большой поклонник Тбилиси и любитель, вообще любитель культуры, кино. Во-первых, я очень рада, что кто у вас есть любимый наш Параджанов. Наше поколение всегда было с Параджаном. И вы видите здесь, это копии фотографий, но это весь род Надежды. Родом откуда? Из какой части Грузии вашей? Тбилиси. Это Тбилиси. Вот здесь старинные фотографии. Вообще, конечно, атмосфера. И хочу обратить внимание, конечно, мы любимые образы Пиросмани. И, конечно, ковры. Мы идем дальше. Вот наши двери, это узоры грузинские, также наша черепица, также наш грузинский кирпич здесь. Вот ступени и как балкончик стилизованный. Вот я хочу сказать, что кто бывает в Тбилиси, они всегда называют этот город балконов. Город балконов и красивых женщин.
видно? Это вот, да, мы же идем по улице. Да, вот это вот окна у нас. Двери. И вот это на ворота. Ворота же в каждом дворе в Тбилисском есть. Они В кованые, итальянском. они красивые, они в таком несколько в итальянском стиле. И здесь, конечно, есть великолепная символика. Проходите, Да, пожалуйста. И вот вы видите все. И, конечно, бессмертная лоза. Вы помните замечательный фильм «Отец солдат», когда за креацией, когда ломают лозу, ломают виноградник, он с какой бережностью ты эту лозу? В Германии. Да, в Германии. Вот. Пойдемте. Ну и вот мы представляем центр. Мы находимся в центре дома. Вы обязательно, когда входишь в центр, вы видите обязательно глиняную посуду. Где, откуда глина, Надя? Вот она у меня вот здесь. Кстати, вот у нас. Ну это, конечно, образы пиросмани. И вот здесь знаменитый Тбилиси. Это пиросмани, И параджан. Вот вам, пожалуйста. Ну вы видите, вверху все. Это балкон, это народ. И, вот это конечно, наша посуда, она тоже из Грузии. все посуда, опять же, глина грузинская, посуда грузинская, все сделано в Грузии. Эти столы приезжал художник ко мне, Джашуа. Вот эти столы он собирал фрески везде. И каждый стол у меня, акрилом расписан из этих старинных храмов грузинских. Вот эти фрески. Вот каждый стол у меня 11. Вот его автограф, Женя. И, конечно, меню. Но меню мы, наверное, потом отдельно снимем, потому что, Надежда, сколько видов хачапури у вас здесь? Женя, сколько у нас? 14. 4 вида хачапури. 14 видов хачапури. Я думаю, любая Грузия даже удивится, что в центре, в центральном Казахстане, в центре Сары-Арки вы можете 14. Скажите, вы сами это изучали, как это делается? Вот это, ведь это история кухни, это история народа. Ну, у нас традиционная грузинская кухня. Да, конечно, мы ездим. Я езжу все, выбираю меню, что мне нравится вообще. Все то, что я люблю. Так, ну мы, думаю, пройдем еще напоследок в кухню, святая святых. Ну, на уличную кухню. На Пойдем, улицу. потому что здесь И обратите внимание на атмосферу ресторана. Вы находитесь в старом Тбилиси. вот там. И я хочу обратить внимание, Надя, я уверена, что эти ковры Сухого моста, замечательный антикварный рынок старого Тбилиси. Обратите внимание, все сделано с любовью. Сделано, потому что Надя это наша типичная каргандинка. Папа грузин, а мама немка. Такова была история нашей Караганды. Сильных-пересильных, и мы выжили, и любим наш город, и любую этническую составляющую культуру мы живем в нашем городе. Пойдем, читаю. Я люблю приходить в этот ресторан. Посмотрите, как оформлены ковровые изделия. Вот эти ковры, они домотканные. Это типа килема. Обратите внимание на орнаменты. И всегда в основе орнаментальной композиции лежит знаменитый ромб. Что такое ромб? Это символ плодородия, это символ жизни, это символ Вселенной. А здесь это символ мирового древа. Это то, что возносится к небу. Вы посмотрите, когда вы приходите в такой ресторан, вам хочется не только вкусно поесть, вам хочется вкусно поесть с одной стороны, а вот вам хочется понять, что такое жизнь. Расскажите про этот замечательный сосуд. Да, это красивое вино. Не знаю, сколько литров, кажется, 7. Сколько литров. Когда разрывается, хранится там до 10, 15, 20 лет. Говорят, даже и по 100 лет. Вот это вина, которая хорошая. Неужели это тоже из Грузии? Да, это мы тоже. Да. А мы же еще не были в пекарне нашей. Да. И вот расскажите про ваши замечательные резные. Да, это традиционная резная рекуля в Грузии. Вот они у нас вот там присутствуют, везде вот, Это делалось в Грузии? Нет.
здесь уже по Но по проекту нашего архитектора. Ну, теперь мы должны зайти в самое святое. Ну нет, это наша Мы личная входим. кухня, это летняя кухня, которая только ночует, и только хинкали. И шашлык. А это и Ну вот видите, снимите кудр, вот самое вкусное. Посмотрите, какие замечательные, красивые женщины вам готовят шашлык, хинкали и хачапури. да. Все эти 14 Все 14 видов. вот наши балкончики тоже здесь. Ну вот. Первое мое посещение, когда я впервые посетила Тбилиси, мне поразило количество балконов. Это действительно город балконов. И каждый балкон — это характер. Не случайно можно, Тбилиси можно сравнить уже, я потом после поездки в Новый Орлеан, Нью-Орлеан, я сравнила и Тбилиси, и Новый Орлеан. Такое количество балконов есть только в Новом Орлеане и в Тбилиси. И каждый балкон имеет свой характер. Видите, какие красивые наши карагандинские девушки вкушают замечательную грузинскую еду. Вот это хачапури по-аджарски, где в центре есть вот этот желток. Не случайно хачапури по-аджарски сравнивают с глазом. Вы понимаете, это как глаз. Но это имеретинская уже. Видите, всегда популярно и всегда вкусно. Спасибо вам, приятного аппетита. Хочу вам сказать, наши любимые зрители и участники нашего фестиваля, спускаемся в святая святых Грузии. Это Амарани, где хранится вино. И здесь все по-настоящему. Вот они, кирпичи. Вот она, дверь деревянная с коваными элементами. И мы спускаемся с вами в подвал. Да. Осторожней. Специалист грузинского. То есть я не могу говорить о святая святых, потому что его надо уметь делать, его надо чувствовать. Я могу его только пить. Это самое вкусное вино. Я могу сказать, Надежда, ваш любимый сорт вина. Я, конечно, не буду спрашивать, какие Мариоли любимое там вино Сталина. Ваше любимое вино. Усахи Лаури. Усахи Лаури. Оно растет только в одном маленьком регионе Грузии. Это между Рачи и Гурией. И вот это уникальное вино. Ну и, конечно, королева это вин, это хвачкара, которая растет в Рачи. Красное, полусладкое вино. И я люблю кахетинское вино, где есть и сапирави, и кидзбарауликин, это уже купаж. И находится знаменитая Лазанская долина. Ну, заходим. Вот мы специально сюда зашли, потому что вот такой потолок – это замечательная реконструкция, которая была сделана под вашим чувственным руководством, я уверена. И хочу обратить внимание, как уложен здесь кирпич. Обратите внимание, он тоже сделан так, как свойственно делать в грузинской архитектуре. И вот когда вы смотрите на потолок, вы видите здесь, ну, такие, он объемный. И этот объем сделан специально, чтобы не было вот этой тяжести. Вы находитесь в подвале, но на самом деле у вас здесь очень легко, здесь очень приятно. И здесь, в общем-то, вы видите люди, которые уже желают просто посидеть, выпить хорошее вино. И просто, наверное, по-грузински, как говорят, хорошая беседа – это хороший гость. Да, кстати, по-грузински гость – маспинзелла. И я уверена, что у вас часто бывает много гостей. Мы, кстати, Бутю увидели. Маспинзелла. Булат. Булат. Ну, так, ну что, мы поднимаемся вверх. Вот, хачапури и вино самое оно. Кто придумал этот слоган? Георгий. Данилов. Ну, хочу, снимите нас с вами. О, как раз на фильм. А вот это не хотите вот это? Все, пусть подруга возьмет. Слушайте, замечательно. А вот видите, что такое значит Караганда. Лариса Ивановна, хочу. Поворачиваемся. Пусть подругу возьмет. Это замечательно. Вот это кайф, вот это Караганда. Это наш дресс-код наш. Мы прощаемся с вами. Спасибо большое, Надежде. И я хочу сказать, у них... Да. А, вот мы забыли еще. Ларису Ивановну хочу. Это вот повтор сейчас. Повтор. И я хочу сказать, у грузин есть, когда они прощаются, они говорят, свидобишь.
что означает «оставайтесь с миром». Пусть будут у нас такие прекрасные рестораны, пусть будет мир на нашей земле. Шидовик – это значит ешьте, гуляйте и делайте только добро друг другу. Так что приходите в ресторан «Мой Тбилиси», город Караганда.